Более 10 вопросов обсудили собравшиеся на коллегии. В частности, был рассмотрен и утвержден отчет о проделанной работе комитета за 2017 год. По словам председателя Государственного комитета по репатриации Беслана Дбар, за прошедший год было зарегистрировано 383 репатрианта из Сирии, Иордании, Турции и других государств. Все зарегистрированные соотечественники получили паспорт гражданина Абхазии. Многие из них сумели восстановить исторические фамилии. В рамках сотрудничества и поддержания более тесных контактов сотрудники комитета посетили несколько городов в Турции, где проживают представители нашей диаспоры. В рамках поездки было организовано множество культурных мероприятий. Также в течение года в столице были возобновлены курсы изучения абхазского языка для репатриантов. По словам Беслана Дбар, для наших соотечественников строится 4 многоквартирных дома в Сухумском районе. Сегодня в АГУ обучается более 30 репатриантов, которые получают стипендию. В абхазские школы ходит около 200 детей наших соотечественников. Также в 2017 году было осуществлено множество социальных проектов. Ведется активная работа по оказанию помощи репатриантам в трудоустройстве. Только за прошедший год было трудоустроено 30 человек. Сотрудники отдела занимаются проведением культурно-массовых мероприятий, экскурсий по историческим местам. Более того, оказывается и медицинская помощь. Часто проводятся бесплатные медицинские осмотры. Также возникают сложности при поступлении детей в школу, в детские сады, в университет, а также юридические какие-то вопросы сопровождения. Все это проходит не только через наш отдел, но очень много вопросов, которые через наш отдел проходят. Помимо этого мы сотрудничаем с международными гуманитарными организациями, какие-то Датский совет по беженцам, управление Верховного комиссариата по беженцам, с которым мы проводим ежеквартальные какие-то встречи, отчеты. У нас было очень много таких полезных мероприятий. Это, скажем, тоже социально-экономического направления, то есть реализовывали какие-то небольшие бизнес-проекты среди репатриантов. Работаем с администрацией Абхазского государственного университета, а также и других институтов, которые расположены в городе и за городом. На коллегии обсудили и жилищный вопрос. Тема предоставления жилья репатриантам вызвала бурное обсуждение. Собравшиеся отмечали, что на сегодняшний день на рассмотрении лежит около 500 заявлений репатриантов с просьбой о предоставлении жилья. Более того, многие дожидаются своей очереди уже несколько лет. Заместитель руководителя по социальной политике Госкомитета Аркан Кутарба отметил, что часто они сталкиваются с проблемой, когда репатрианты, которые получили квартиры, не проживают по месту прописки. Присутствующие отметили, что необходимо ужесточить контроль за всем этим процессом. На коллегии также обсудили черновой вариант нового логотипа Государственного комитета по репатриации и выпуск юбилейной монеты. Было отмечено, что черновые варианты нуждаются в доработке. Сария Смар, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.